Собрать камни в башенном комплексе НИИ, очистить территорию древнего замка от мусора и бревен. Такая задача ставится на сегодня перед участниками проекта «Маяки дружбы» башни Кавказа. Встав в одну линию, молодые люди начинают переносить упавшие камни жилой башни комплекса. Здесь и парни, и девушки работают на равных. Мы не устали. Как можно устать от такой красоты? Работать, когда вокруг нас такая прекрасная погода, это, наверное, одно удовольствие. И самое главное, мы же придерживаемся главного принципа нашего проекта. Это помогать, познавать, рассказывать, дружить. И как раз у нас первая половина дня, где мы должны помогать, облагораживать территорию. 45 человек из Подмосковья, Калуги, Перми, Республик Северного Кавказа знакомятся с историей Ингушетии, Дагестана, Чечни и Северной Осетии. Молодые люди принимают участие в работах по сохранению и восстановлению кавказских боевых и сторожевых башен и крепостей. Слушают лекции по истории, обычаям и традициям народов Кавказа. Группа, которая приехала в Ингушетию, называется «Орлы», в честь природного заповедника, где разместились гости. Они приезжают сюда, не просто там узнают, да, про наши башни, про нашу культуру, и непосредственно участвуют в этом. Из-за этого как-то, я бы сказал, с большим багажом знаний уезжают отсюда. В перерывах между работой молодые люди собираются на чаепитие. Сегодня участникам проекта подают спелый арбуз с хлебом и сыром, а после небольшой урок лезгинки. В качестве танцмейстеров выступают представительницы Дагестана. Красиво очень. Вот. Плавный. Год от года число участников регионов проекта только растет. Даниил Галицкий приехал в Ингушетию из Донецкой республики. На Кавказе молодой человек ни разу не был, и представление о регионах округа складывалось из информации в интернете. Я никогда не был в лагерях и вообще в таких движениях. И это первый раз. Я уже думал, что не попаду в такого рода мероприятия, но получилось. В Ингушетии что успели сделать, что успели узнать? Успел узнать про башни, довольно мало информации, но пока только первый день. Успел увидеть горы, проехать через границу довольно-таки красивую. Меня поразили горы. Я когда первый раз заехал, мы ехали по серпантинам, я такого в жизни никогда не видел. У нас там равнины, степи, то есть ничего подобного у нас не имеется. Развеять стереотипы и предубеждения, познакомить ребят с историческим наследием, построить дружеские отношения. Вот главные цели проекта «Маяки дружбы». Мы берем ребят разных национальностей, разных регионах, даем им своими руками сделать добро. Не просто проговорить «я хочу быть добрым», а сделать, оставить частичку себя. Познакомиться с другими ребятами, вместе преломить хлеб. Вечером поговорить. И вот у нас сейчас есть группа в социальных сетях, нас там порядка 700 человек. Есть люди, кто начинал в 2016 году, есть кто ушел с этого момента. Но у нас уже образуются какие-то семьи, какие-то пары, люди общаются между собой. То есть мы создаем устойчивые связи между регионами. Я считаю, это самое важное. Но и плюс, каждый из этих ребят, для них Ингушетия это будет не точка на карте, там, не дай бог, там, или максимально, что они знали, самый маленький субъект Российской Федерации. Или там, Ингушетия это где-то там рядом с Чечней. Нет, это будет место, где они оставили свое сердце, оставили частичку труда. Я проезжал мимо башенного комплекса Бишт, в прошлом году мы работали. Я там работал. Там тоже есть чуть-чуть моих трудов. Хамхи, то же самое. Поэтому я считаю, что это очень важно, чтобы наша страна, она была не просто названиями, она была частью души. И вот эта душа собиралась в одну большую страну. После помощи в восстановлении башенного комплекса ребят ждет дегустация блюд национальной кухни и экскурсии по горной местности. Добровольцы также посетят мемориал памяти и славы в Насуркорте и 100-метровую башню в Магасе. Проект «Маяки дружбы 2022» завершит свою работу 13 августа в Дагестане. Там уже встретятся все 3 группы, которые разъехались по регионам округа. Эти насыщенные на события 10 дней молодые люди запомнят надолго, а знакомства, которые здесь завели, должны сблизить. Ведь это и есть главная цель проекта. Муслим Ганиев, Ахмед Горбаков, Новости 24.